Обновленные скверы, парки, дворы, новые детские площадки, спортивные сооружения. Только в столице 11 общественных территорий поменяли свой облик. Один из таких проектов – Беличий парк, уже пользуется большим спросом. Различные игровые зоны и пешеходные тропы привлекают многих. В целом, в 2023 году в Коми в рамках программы благоустроили 123 объекта. На следующий год запланирована примерно такая же цифра, но вкладываться республика будет уже больше своими силами. В этом году федеральные выплаты составили 205 миллионов рублей. В 2024-м ожидается уже 170. Но темпы сбавлять нельзя. Города и районы должны преображаться, а справиться самостоятельно местные бюджеты не смогут. У нас план стоит по кассе до 1 декабря выполнить в полной мере все расходы. К сожалению, не все муниципальные образования у нас успевают. Соответственно, тут приведены муниципалитеты, у которых касса более 93%, и у кого касса менее 50%. У нас совсем в красной зоне пока Усть-Цильма, у нее нулевая касса, Троицко-Печорск, у нее касса 7%. Все остальные чуть побольше. На этой неделе Усть-Цильма обещает в полном объеме средства забрать, и тогда, соответственно, они этот показатель до 1 декабря выполнят. Отчитаться за объекты муниципалитетам необходимо до 1 декабря. Практически все проекты были сданы вовремя, за исключением некоторых. На аукцион выходили непроверенные компании, и перед началом работы они попросту исчезли. На поиск новых подрядчиков ушло много времени. Такая ситуация сложилась, например, с универсальной площадкой в Красном Затоне. Ее планировали сдать еще в сентябре, а в том месяце лишь начались работы. Единственный у меня вопрос, почему из года в год, вот Ильдар Зульфарович сказал, с 2018 года участвует в проекте, почему на самый последний момент большинство руководителей муниципальных образований откладывают заключение договоров на предыдущий год. Ведь не сезон сейчас зимой, и строительные материалы дешевле. Почему эту работу нельзя провести в начале и в мае, когда уже снег сошел, в конце мая в разных муниципальных образованиях по-разному уже с готовыми материалами не приступить к работе? А еще есть вопросы у надзорных органов. Выявлены случаи, когда контракты с подрядчиками заключались с нарушениями, либо и вовсе работа принималась, но при этом были явные недостатки. Сейчас в Инте расследуется подобное уголовное дело. Начинается нарушение с проведения конкурсных процедур. Это и формирование начальной максимальной цены контракта. В Воркуте был такой факт выявлен, по материалам прокурорской проверки возбуждено, расследуется уголовное дело. В Прилузском районе при заключении контракта дробление контракта путем заключения нескольких договоров с единственным подрядчиком без проведения конкурентных процедур. На следующий год объекты благоустройства уже определены. Голосование в рамках комфортной городской среды завершено. Утвержден и размер федерального финансирования. Но и эта сумма может еще уменьшиться. Это в том случае, если будут несвоевременно освоены средства в этом году. Теперь за это вся ответственность лишь на муниципалитетах. Татьяна Супряткина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.